Также они хоронили дочерей. И даже сыновей тоже хоронили иногда, боясь бедности, что не смогут содержать их. А хоронили дочерей, боялись, если они взрослыми станут, эти дочки, и потом какое-то что-то позорное сделают. Да. Чем это позорное увидел, лучше же с рождения же похоронить думали, и живым хоронили дочерей. Сейчас, когда я это читаю, и вот то, что они делают, и вот удивляются, как можно дочь или там сына маленького живым хоронить, удивляемся мы. Ну, не так же далеко, вот тот сейчас, который я пример вам скажу, тот пример, который я вам сейчас скажу. Когда знают, что живой ребенок уже в утробе матери, и идут, как называют этих врачам, как называют, гинекологам идут, и там по частям отрезают его. Просто я в интернете видел, как части, как они ручки, ножки, это же какая разница? Тот мерзость, который тогда был до ислама, который сейчас тоже делает. И повод какой некоторых? Говорит, у меня столько детей, как я этого ребенка тоже, как я буду содержать, говорит. Арабы тогда боялись бедности, родившего ребенка они хоронили, они тогда не умели, видимо, это делать, когда в утробе матери по кускам вытаскивать не умели, когда родился, хоронили. А сейчас немножко вперед пошло, наука и они уже в утробе там же убивают. Чем отличается это от другого, если так взять? Там тоже убийство, и здесь тоже убийство. Там тоже боялись бедности, что не смогут содержать. Сейчас тоже боятся бедности. Это слишком много, как я это буду содержать их, обеспечить их домом и пищей. Это халяль, как говорится, это проблема, или как нас сказал халяль, в убеждении человека. То, что человек думает, что он содержит, что он обеспечивает пищей своих детей, думает, или себя и своих детей. Вот в чем проблема. Если человек на самом деле был бы единобожником, таухид, мы знаем, что такое единобожие настоящее. Это Аллаху Та'аля, когда вахидун фи зати, вахидун фи сифати, вахидун фи афхалихи. То есть Аллах единственный в своей сущности, если так общем сказать, единственный в своих сифатах, единственный в своих действиях, единственный в своем зате, имеется в виду, нет подобного ему другого зата. И он не состоит из частей, как творение состоит из частей. Это единственность сущность, это единственность в сущности Аллаха, когда говорится, единственность в зате. Единственность в сифатах, то, что как его сифаты, как сифаты Всевышнего Аллаха, нет у творения таких сифатов. Ни у кого другого нет таких сифатов. Это единственность в сифатах Всевышнего Аллаха. И что каждый сифат у него один такой сифат. И единственный в действиях, что значит? То есть действующий какое-либо действие, только один Аллах, и никто другой. Это значит, что единственный в действиях, вахидун фи аф'алихи. То есть настоящий мусульманин, верующий, когда видит, что есть огонь, когда прикасается к чему-либо, сжигается другой вещь. Он как думает, как его вера должна быть, как его убеждение должно быть. То есть он, настоящий мусульманин, должен убеждаться так, что это огонь, это творение Аллаха. Вот это сжигание, которое, мы говорим, происходит, когда огонь касается чего-то, сжигание, это тоже творение Аллаха. Не творение этого огня, творение Аллаха. Раз они оба творения Аллаха, значит, Аллаху Та'аля может это сотворить, первый сотворит, который называют люди причиной, следствие не сотворит может. А может и другое, сотворит следствие без причины, а может сотворить причину, которую мы называем без следствия. Может быть огонь, но сжигание не произойти, если Аллах не создаст сжигание. Огонь будет, но сжигание не будет, если Аллах не создаст его. Но может так по-другому, огня нету, но сжигание и происходит, если Аллах создаст сжигание. Это же наше убеждение. Аллах создает это, причины, которые называем люди, Аллах создает и следствие. Так? Пример к этому. Также другой пример, например, нож возьмем. Нож это творение Аллаха. Вот резание, которое, мы говорим, происходит, в разговоре, что происходит от ножа, это другое творение Аллаха. Аллах может создать нож и не создать резание, и тогда резание не будет происходить. Сколько бы ты
не старался резать этим ножом. Но если Аллах создаст резание, и без ножа тоже будет. Ножа не будет, резание будет происходить. Не обязательно то, что они вместе бывают. Обычно то, что это два вещи взаимосвязаны, это причины и следствия, не значит, что это обязательно так и не может нарушиться. Такое нельзя. Эти причины и эти следствия обычно взаимосвязаны. Вот так мы должны убеждаться. И Аллах, если этого пожелает, может это изменить и нарушить. Это же и есть то, что называем мы чудесами, му'джизатами пророков. Или, алейхиссалату вассалам, или же караматами, то, что мы называем. Это и есть. Когда вот обычная связь между ними, причинами и следствиями, вот, нарушается, это называем му'джизатом. Например, пророка Ибрахима, алейхиссалам, бросили в костер, да, большой, огромный костер, в огонь. Его сжег огонь или нет? Нет же. Нет. Почему? Это обычно, который сжигающий огонь, его не сжег. И это му'джизат. Потому что обычный, вот то, что происходит, нарушился. Это же и есть чудо. И почему Аллах Та'аля в Коране? Потому что сказал этому огню: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим. Я нару куни бардан ва саламан аля Ибрахим». Аллах повелевание дал этому огню. Говорит: о огонь, ты будь для пророка Ибрахима, алейхиссалам, бардан, говорит, прохладным. И этот огонь, если бы Аллах не сказал бы еще «вассаляман», ты будь для него и безопасным, если бы не сказал бы это слово тоже. В этом огне пророк Ибрахим, алейхиссалам, замерз бы, как в морозильнике замерзает человек, в этом огне, который обычно сжигает. Почему? Потому что Аллах сказал там «куни бардан», о огонь, ты будь для него холодным или прохладным. Аллах дополнительно еще сказал «вассаляман» и безопасным, и поэтому этот костер пепеля превратился, все там. А пророк Ибрахим, алейхиссалам, целый, невредимый, как, например, обычно человек сейчас, где кондиционер бывает, как выходит? Вот такой вышел. Почему? Потому что Аллах создал огонь, но не создал сжигание. А наоборот даже, не то, что сжигание не создал, создал противоположное, обычное, создал прохладу. Другой пример также с пророком Ибрахимом, алейхиссалам, когда захотел принести в жертву своего сына, пророка Исмаиля, алейхиссалам, тоже известный нам, в Коране, да? Аллах создал нож, острый нож, хотел резать пророка Исмаиля, алейхиссалам, повелел это сделать, но не создал резание. Сколько бы ни пытался Ибрахим, алейхиссалам, исполнить веление, Аллах не создал резание, и этого резания не произошло. Другой пример из жизни нашего пророка Мухаммада, алейхиссалам, и асхабов. При битве Бадр пророк, алейхиссалам, попросил у Аллаха помощи. Аллах Та'аля послал в помощь мусульманам в этой битве ангелов. Не так ли? Ангелов послал. И вместе с мусульманами, в поддержку мусульман сражались в этой битве Бадр ангелы тоже, как нам известно в этой истории. Это история. И что там? Ангелы тоже сражались, ангелы тоже рубили их головы, этих врагов ислама. И то, что ангелы отрезали что-то, отличалось от того, что человек отрезал, тем, что вот место, где вот отрезано было, обожженное было, которое ангелы отрубили. Этим отличался. Узнавали, его ангел убил, а этого человек убил. А где нож там, который обычно связан с ножом? Значит, для чего это? Хоть мы сейчас в другую науку перешли, вот науку акида. Это очень важно для нас. Важно для мусульман. Это, если человек на самом деле будет единобожником, вахидун фи датихи, вахидун фи сифатихи, вахидун фи аф'алихи. Вот про Аллаха, если вот такое правильное убеждение будет, у него будет покой в душе. У него будет настоящее счастье в душе. И у него не будет тогда и страха тоже. Он тогда будет здесь настоящим мусульманином. И он что здесь сейчас говорит? Он тогда почувствует вкус этой веры. Пусть только исправит, и вот как у него будет потом, дальше уже видно, каждый сам почувствует. Вот к этому надо вернуться. И тот человек, почему мы сюда перешли, тот человек, который убивает своих детей в утробе матери, я так говорю, убивает своих детей в утробе матери, у него неполноценная вера, хоть относит себя он к мусульманам. Он думает, что он кормит своих детей тем, что он на работу ходит или что-то делает. Ему надо исправить свою веру, вероубеждение. И убедиться на самом деле, что Аллах Та'аля посылает этот ризк его.
через тебя. Это сабаб, который то, что ты на работу ходишь, или то, что ты находишься, являешься его отцом, или мужем какой-то женщины и так далее. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. То, что они делали в джахилийское время, еще особо не позор, потому что у них не было пророка, алейхиссалату вассалам, который тогда им объяснял это. Но нам, мусульманам, которые называем себя мусульманами, которые читаем Коран и уверуем в пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, и говорим, мы любим пророка, алейхиссалату вассалам, нам это позор вот так делать.